целом наша задача установление правильного баланса между преследуемой целью безопасности и необходимостью поддержки деловой активности, то есть между безопасностью и торговлей. Позвольте мне, у меня есть сегодня презентация, то есть я хотел бы провести такой краткий экскурс, можно сказать, в целом по контролю специфических товаров вообще, понятие, что это такое, какая работа проводится. Я думаю, у бизнеса есть ряд вопросов возникает. Дело в том, что это новый закон, но в принципе закон о контроле специфических товаров, предыдущий закон назывался закон об экспортном контроле. То есть экспортный контроль он всегда был. Так, уважаемые участники, вам слайд видно? Побольше можно на экран? Слайд? Да, видно. Все, отлично, тогда начнем. Ну, тема сегодняшняя, получается, моей презентации – это вопрос осуществления контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан. В первую очередь мы всегда опираемся на законодательную базу. Сейчас. Можно будет следующий слайд, пожалуйста? Дело в том, что, как вы знаете, Республика Казахстан у нас входит в Евразийский экономический союз, где первым принципом союза является свободное перемещение товаров. Но в данном договоре есть оговорка, то есть не все товары могут свободно перемещаться. Есть определенная категория товаров, которые перемещаются на основании разрешительных документов. Это товары, как раз-таки товары, специфические товары. Специфическими товарами мы называем товары двойного назначения и товары военного назначения. Ну, если товары военного назначения, это понятно, то есть военная техника, вооружение военного образца, то товары двойного назначения – это в основном гражданские товары, то есть товары, которые используются в гражданских целях, но могут быть использованы для создания оружия, либо оружия массового уничтожения. Вот. В первую очередь, ну, как я сказал, мы опираемся на законодательную базу. Это у нас закон о контроле специфических товаров. Данный закон был принят, был подписан 28 декабря 2022 года и вступил в действие 28 февраля 2023 года. При перемещении через таможенную границу мы также, то есть работа ведется согласно таможенного законодательства. Это кодекс Республики Казахстан о таможенном регулировании Республики Казахстан. Контрольный список, или вот как мы называем перечень товаров, специфических товаров, у нас утвержден приказом министра индустрии и инфраструктурного развития номер 424 от 9 июня 2023 года. В данный список у нас входят товары, как включенные, исходя из национальной безопасности. Также в этот перечень входят товары, которые включены в основные международные режимы экспортного контроля. Ну, основные международные режимы экспортного контроля у нас 4 есть. Это группа ядерных поставщиков по контролю за перемещением ядерных и радиоактивных материалов. Это режим контроля за ракетными технологиями, то есть это ракеты, ракетная система и средства доставки оружия массового уничтожения. Это австралийская группа, то есть международный режим, австралийская группа, включены в перечень товаров, которые химических веществ и биологических веществ, материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения. Также в Астанарской договоренности это обычное стрелковое оружие и товары военного назначения. Также в контрольный список у нас включены товары, которые включены в Конвенцию по запрещению химического оружия и Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия. Как я сказал, как было ранее сказано, Республика Казахстан у нас в рамках Евразийского экономического союза действует свободное перемещение за исключением именно специфических товаров. Данная норма у нас утверждена решением Межгосударственного совета Евразэс
от 5 июля 2010 года. То есть, как вы знаете, Республика Казахстан с 1 июля 2010 года подписала договор и вступила в таможенный союз. И уже 5 июля был подписан также международный договор о том, что каждая страна осуществляет экспортный контроль на основании национального законодательства. То есть у Казахстана свой экспортный контроль, у России, Белоруссии, Киргизии, Армении свой экспортный контроль. Закон о контроле специфических товаров, основные цели – это обеспечение национальной безопасности, укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения, содействие формированию стабильной и безопасной системы международных отношений и укрепление международной безопасности и стабильности предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Как вы видите, в законе у нас прописано 4 основные цели, и 2 из них связаны прямо с оружием массового уничтожения. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, виды специфических товаров. Как я ранее сказал, специфические товары у нас различают 2 категории товаров. Это товары двойного назначения и товары военного назначения. То есть туда относятся обычное вооружение, военная техника, сырье, материалы, специальное оборудование, которое используется именно в военных целях. Ядерные и специальные неядерные материалы, а также оборудование, которое используется в ядерной промышленности. Химикаты – это обычные специальные химические вещества, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения. Возбудители заболеваний – это многочисленные вирусы, которые также могут быть использованы как оружие массового уничтожения. Ракетная техника и средства доставки, электроника, вычислительная техника, датчики, лазеры, навигационное оборудование, беспилотные летательные аппараты, взрывчатые вещества, взрывчатые материалы, а также научно-техническая информация, которая может быть использована для создания оружия массового уничтожения. Вот. Это что вкратце, какие товары включены в контрольный список специфических товаров. Так, можно будет следующий слайд, пожалуйста. Как ранее было сказано, Республика Казахстан у нас входит в Евразийский экономический союз. И в этой связи у нас, мы понимаем, то есть у нас есть понятие таможенная граница, то есть это внешняя граница Союза или граница, государственная граница с третьими странами. Это Казахстан-Китай, Казахстан-Узбекистан, Казахстан-Туркмения. Есть внутренняя граница Союза или, как ее называют, государственная граница, не совпадающая с таможенной границей. Это внутренняя граница с нашими партнерами по Союзу. Это Казахстан-Россия и Казахстан-Киргизия. На таможенной границе у нас контроль специфических товаров, или как мы называли по-старому, экспортный контроль, осуществляется в рамках таможенного законодательства при таможенном декларировании и таможенном оформлении. То есть также работает система управления рисков, которая направляет определенные товары, декларации на дополнительный контроль. На внутренней границе с 1 апреля 2023 года у нас внедрено обязательное оформление сопроводительной накладной на товары. То есть это определенная форма сопроводительного документа, которая является обязательной к оформлению при взаимной торговле с нашими партнерами по Союзу. СНД оформляется до пересечения границы. Также в данной программе при оформлении СНТ оно оформляется в информационной системе электронный счет фактуры, куда включены также система управления рисков, которая отбирает или подсказывает налогоплательщикам о том, что ваш товар включен в контрольный список и вам необходимо провести идентификацию. Так, пожалуйста, следующий слайд. Данный слайд, он носит более такой информативный характер. Здесь мы хотели наглядно посмотреть, показать наши пункты пропуска на внешние границы, то есть с третьими странами. Получается у нас на таможенной границе 14 автомобильных пунктов пропуска, 6 железнодорожных пунктов пропуска, 3 морских и 18 авиапунктов пропуска. Это международные аэропорты. Следующий слайд, пожалуйста.
Данный слайд является тоже для информации. Это пункты пропуска на внутренней границе Союза. На внутренней границе Союза, то есть Казахстан-Россия, Казахстан-Киргизия, у нас расположены 37 автомобильных пунктов пропуска и 21 железнодорожный пункт пропуска, где осуществляется контроль за перемещением специфических товаров. Следующий слайд, пожалуйста. Также за несоблюдение законодательства о контроле специфических товаров законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность. Ну, в частности, это Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Статья 275 Уголовного кодекса предусмотрена за незаконное перемещение товаров военного назначения. Участник ВЭД может быть привлечен к уголовной ответственности, и санкция, которая предусмотрена от 3 до 7 лет лишения свободы. За незаконное перемещение товаров двойного назначения также Уголовным кодексом предусмотрена статья 286. Это контрабанда изъятых из обращения предметов и предметы, которые ограничены к перемещению. То есть налагается крупный штраф до 5000 месячный расчетный показатель, либо лишение свободы до 5 лет. Кодексом о административных правонарушениях также у нас предусмотрена ответственность. Это статья 545. Это при нарушении, при перемещении через таможенную границу, а также при перемещении через внутреннюю границу Союза у нас предусмотрена статья 463, где также налагается крупный штраф от 15 до 150 месячный расчетный показатель с конфискацией данных товаров двойного назначения. Следующий слайд, пожалуйста. Данный слайд является тоже чисто такой информативный. Мы хотели показать наглядно те товары, которые были задержаны органами госдоходов и обращены, то есть конфискованы. На участников ВЭД наложены штрафы, и по решению суда данные товары были конфискованы. Как вы видите, беспилотные летательные аппараты. То есть в августе 2023 года в контрольный список специфических товаров были внесены ряд поправок, куда были включены также практически все беспилотные летательные аппараты, вне зависимости от грузоподъемности и дальности полета. Также, как вы видите, мы в аэропорту в Астане изъяли оптические прицелы, был случай в 2023 году. И, как вы видите, то есть амуниция, можно сказать, товары военного назначения. То есть это как бы малая часть, которую мы наглядно хотели показать, была конфискована органами госдохода. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь хотел бы вкратце остановиться о нововведениях, которые были внесены в Закон о контроле специфических товаров. Как вы знаете, если на таможенной границе при взаимной торговле с третьими странами у нас контроль осуществляется в рамках таможенного законодательства, то есть законодательство было урегулировано, то касательно контроля перемещения через внутренние границы Союза у нас были пробелы, то есть в соответствии с этим мы внесли ряд поправок в Закон о контроле специфических товаров, где предусмотрели порядок проведения контроля за перемещением. Это проверка документов и сведений на внутренней границе Союза, это проведение осмотров, досмотров. Также на внутренней границе мы имеем право, органы госдоходов имеют право применять технические средства контроля, то есть это есть определенный ряд досмотрового оборудования. Данный перечень утвержден приказом министра индустрии. Также органы госдоходов имеют право определять перечень мест осуществления контроля. То есть данный перечень утвержден постановлением правительства Республики Казахстан номер 299 от 13 апреля 2023 года, куда включены практически все пункты пропуска, автомобильные, железнодорожные, морские и авиапункты пропуска, где имеют право осуществлять контроль органы госдоходов.
Также сфера экспортного контроля или контроля специфических товаров была выведена из предпринимательского кодекса. Если раньше, скажем, на внутренней границе нам было необходимо получать предписание, то на сегодняшний день на внутренней границе органы госдоходов имеют право без предписания проверить любой груз, который перемещается через внутреннюю границу. Это основные новшества, то есть, которые были внесены в данный закон. Большое спасибо за внимание. Я думаю, теперь, наверное, перейдем к блоку вопрос-ответов. Я думаю, у участников внешнеэкономической деятельности и как налогоплательщиков есть ряд вопросов касательно законодательства о контроле специфических товаров, порядка перемещений через границу. И мы готовы ответить на все ваши вопросы. Добрый день. Да, слушаем. Вас слышно, говорите. Меня зовут Олег Артемов, я директор по логистике компании Сулпак. У нас недавно были сложности. У нас машина простояла на киргизской таможне 56 дней. Может быть, вы слышали про подобные случаи, да, когда запрашивали дополнительные ГТД, да, требовали, чтобы в них отражалась стоимость товара, да, там порядка 56 дней делался запрос, это еще с тем, что мы ускоряли, звонили всем, писали, да, вот с 29 мая по середину июля у нас простояла машина, пока наш комитет не предоставил все данные. Да, поэтому я хотел бы уточнить вообще это, насколько правомерно было с киргизской стороны, потому что мы возим бытовую технику, да, у нас там несколько магазинов в Киргизии тоже, да, и мы прям очень сильно попали и на деньги, и по продажам из-за того, что у нас машина простояла так долго на границе. Вы вообще слышали про такую ситуацию, и что со стороны, чтобы защитить бизнес, делается с нашей стороны, с казахстанской? Спасибо за вопрос. Ну, касательно того, что с кыргызской стороны задерживаются товары, честно сказать, у меня такой информации сейчас нет. Но касательно нашей границы, с казахстанской стороны могу сказать, что если вы перевозите товар, который относится к специфическим товарам, то есть в течение 3 часов инспектор должен принять решение либо выпустить, либо вернуть обратно. То есть мы просто через границу не пропускаем такие товары. Это у нас прописано в нашем законе о контроле специфических товаров, статья 27, пункт 2. Ну, я так полагаю, если есть определенные вопросы, то в Комитете госдоходов у нас есть подразделение управления по международному сотрудничеству. Если вы сделаете письменный запрос, либо обращение, я так думаю, наши коллеги должны будут связаться с киргизскими коллегами и, думаю, там, наверное, должны разъяснить. Удивительно, что вы не слышали про данную ситуацию, потому что мы писали в Атамикен несколько обращений, и в ЕО-Тыныш писали, и было несколько писем, да. Сейчас, слава богу, эта проблема прекратилась. Мы стали во все ГТД там проставлять печати, но вот та машина, которую, ну, на принцип мы дожали, да, чтобы она прошла все-таки границу, потому что мы белая компания, и все делаем правильно, да, но все равно это было как бы больно и для бизнеса, и для нас. Вот, поэтому, ну, хотелось бы попросить, может быть, тогда вы поделитесь каким-нибудь горячим номером, да, куда мы можем незамедлительно обратиться, чтобы в течение 3 часов нашу машину пропустили, да, если есть такая функция. Потому что, ну, там обычная бытовая техника простояла 56 дней на границе. Спасибо, хорошо, мы учтем этот момент, я тоже информацию передам, но еще раз скажу, за, скажем, государственный орган, скажем, другого государства мы не можем сейчас точно ответить, либо прокомментировать их действия. Потому что мы здесь собрались, как бы, наша тема сегодняшняя – это контроль специфических товаров. В принципе, ваши, то есть электроника, она отчасти у нас есть в контрольном списке, но электроника, которая
гражданского назначения, она не подпадает под контроль специфических товаров, то есть не является товаром двойного назначения. В чате есть вопросы, озвучите их, да? Именно по сегодняшней теме. Да-да-да, прочитаю. Озвучьте, пожалуйста. Да. Подскажите, какой срок по выдаче заключения об идентификации спецтоваров? Спасибо за вопрос. Касательно сроков выдачи заключения об идентификации специфических товаров. Начну с самого начала. То есть статьей 10 Закона о контроле специфических товаров у нас предусмотрена идентификация специфических товаров в соответствии с контрольным списком. Что это значит? То есть участники внешнеэкономической деятельности должны провести идентификацию в соответствии с контрольным списком. То есть должны посмотреть, попадает ли их товар, либо включен ли их товар, перемещаем товар в контрольный список. В контрольном списке приведены также технические характеристики, технические параметры всех товаров, которые могут быть сравнены с теми техническими характеристиками ваших перемещаемых товаров. Если участник ВЭД не имеет возможности сам идентифицировать данный товар, то в этом случае он обращается в уполномоченный орган, то есть в Министерство промышленности и строительства. Выдача заключения об идентификации специфических товаров является государственной услугой, которая выдается бесплатно в электронном виде. Для этого достаточно электронную цифровую подпись, и выдается она в течение 7 рабочих дней. Но законодательством Министерства промышленности прописано, что в случае возникновения определенных вопросов они имеют право продлить данный срок еще на 7 рабочих дней. То есть максимально 14 рабочих дней. Это время им необходимо для того, чтобы согласовать данную идентификацию с определенными государственными органами. Так как Министерство промышленности не всегда выдает разрешительный документ сам единолично, в зависимости от характеристик либо вида товаров, они согласовывают ее с определенными государственными органами, то есть либо с Министерством обороны, либо с Комитетом национальной безопасности, либо с Министерством энергетики, то есть это государственные органы системы контроля специфических товаров. Следующий вопрос. В связи с чем введен запрет на ввоз спутникового телекоммуникационного оборудования? Спасибо за вопрос. Спутниковое навигационное оборудование включено в контрольный список специфических товаров и является товаром двойного назначения. Для экспорта и импорта данного товара необходима лицензия. Контрольный список у нас утверждается Министерством промышленности, то есть уполномоченным органом. Органы госдоходов, согласно статье 9 Закона о контроле специфических товаров, осуществляют контроль на границе. То есть наша функция – это контроль на границе. Можно сказать, политикоопределяющим органом, или как его называют, уполномоченным органом, и орган, который принимает контрольный список, то есть включает определенные товары, исключает определенные товары, это Министерство промышленности. То есть за этим вопросом, я думаю, правильно было бы обратиться в Министерство промышленности. Дело в том, что в контрольный список включаются товары, исходя из как национальной безопасности, а также товары, которые включены в международный режим экспортного контроля. То есть при внесении изменений в международные режимы, в списке международных режимов экспортного контроля, Республика Казахстан также вносит поправки или изменения, дополнения в наш национальный контрольный список, чтобы он, можно было сказать, синхронизировал с основными международными режимами экспортного контроля. На сегодняшний день Республика Казахстан у нас из 4 режимов экспортного контроля включена только в группу ядерных поставщиков. Так как вы знаете, Республика Казахстан является у нас самым крупным поставщиком урановой продукции на мировом рынке. То есть, соответственно, есть у нас, у Республики Казахстан, есть определенные международные обязательства, которым мы должны следовать. И декларируя, что Казахстан является использованием, то есть использует мирный атомный, то есть мирный атомную промышленность, то есть в этом случае нам необходимо включать данные товары в контрольный список для того, чтобы с Республикой Казахстан не было утечки и не было использованы эти товары для, скажем, преступных действий.
Добрый день, участники круглого стола. Меня зовут Тимир Галиев Жунусов, беспокоюсь компании Pony Express. Мы занимаемся курьерской деятельностью, и хотел бы задать такой вот вопрос. Соответственно, имеется отправление от физических лиц, это те же самые телефоны либо ноутбуки, которые входят в перечень товаров, специфических товаров. Однако, так как отправителем являются физические лица, они не могут оформить то же самое разрешение заключения на импорт либо экспорт. Что в этом случае нам делать? Поскольку мы перестали ввозить данные товары от физических лиц. Спасибо за вопрос. Прошу еще уточнить, в вашем случае это импорт товара, то есть ввоз на территорию Республики Казахстан. И импорт, и экспорт. Так, ну, касательно... Звук пропал. У вас звук пропал. Прошу прощения, вас не слышно было. Так, теперь слышно, да? Да, теперь слышно. Ну, касательно мобильных телефонов, я могу сказать точно, что на данный товар нет необходимости получать заключение о контроле специфических товаров, то есть заключение об идентификации, так как данные товары, категория товара является гражданского назначения. Дело в том, что Прошу по коду прощения. ТНВ... Подождите, дослушайте. Дело в том, что по коду ТНВ она включена в контрольный список. Да. Но по характеристикам я скажу вот больше. Согласно пункту 4 контрольного списка специфических товаров, у нас установлено, что коды ТНВ являются рекомендательными и вспомогательными кодами ТНВ в процессе идентификации. Окончательная, то есть идентификация, то есть отнесение либо не отнесение к специфическим товарам определяется по техническим характеристикам и техническим параметрам данного товара. То есть в данном случае вам нет необходимости получать, либо получателю, скажем, физическому лицу, нет необходимости получать заключение о контроле специфических товаров. Да, прошу прощения, я понимаю, что данный товар не входит как бы в перечень, однако сотрудники УГД говорят, что эти товары высвечиваются как красным, и, соответственно, они не могут его пропустить. Из-за этого данные грузы разворачиваются на границе. Ну, если будут такие случаи, то, в принципе, вы можете письменно обратиться в Комитет госдоходов, указав регион, указав, допустим, тот пункт пропуска, где развернули данный товар, приложив все документы, и мы уже будем в частном порядке разбираться с каждым случаем. На сегодняшний день мы с такими случаями разбираемся. В принципе, это... Хорошо, благодарю. Пожалуйста. Разрешите, я повторюсь. Бектас, город Текели, компания Тасун. Мы занимаемся переработкой мраморного бута. Мы его молим до состояния муки и микрокальцита. В начале года у меня были в гостях гости из Поднебесной, из КНР, и они заинтересовались нашим сырьем. Соответственно, я хотел им отправить пробную версию своего товара и будущего бута, самого камня. Бут – это камень просто, мраморный. Обратившись в департамент госдоходов, чтобы сделать экспорт, нам сказали, что нужно обратиться в Министерство промышленности по поводу получения лицензии для того, чтобы вывести экспортом в Китай. Так требует Астана-1 программа. Обратившись в Министерство промышленности по получению лицензии, нам сказали, что на этот товар, на этот код ТМВ не выдается лицензия. И вы можете его просто вот так взять, экспортировать. Единственное, они выдают разрешение, лицензию для того, чтобы там мы какие-то сланцы, шлаки в небольшом количестве отправили для лабораторных исследований. Но именно сделать экспорт, получается, мы не имеем права. И здесь как-то получилось так двояко, что по Астане-1, по программе мы должны предоставить им лицензию, в этом никаких проблем нет, а лицензия, получается, не выдается.
и как будто получилась закрытая тема. Так, понял. В первую очередь, вы повторите, пожалуйста, какой у вас товар и код есть ТНВ? Для того, чтобы понять. Дело в том, что Министерство промышленности, как уполномоченный орган, выдает не только лицензии и разрешения касательно специфических товаров, на отдельные виды товаров, в отношении которых установлены запреты, ограничения, которые установлены, скажем, решением номер 30 Евразес, Евразийского экономического союза, то есть это и опасные отходы, и другие там товары, то есть также выдает Министерство промышленности. Просто хотелось бы понять. Ну, код ТМВ. Добрый день. Данный налогоплательщик обращался к нам именно в департамент. Как вы ранее сказали, по коду товара оно подпадало под запрет ограничений 30-го решения. Данный налогоплательщик обратился, насколько я помню, в Министерство экологии, да, вы обращались? Они отказали им в выдаче разрешения на вывоз данного сырья, так как он подпадает под меры нетарифного регулирования. Соответственно, мы дали ответ, что вам необходимо туда обратиться, они обратились, и они получили там отказ. Именно у уполномоченного органа в сфере нетарифного регулирования. Да, спасибо за ответ. Да, уже. Хотел бы еще дополнить, что дело в том, что функция органов госдоходов или как таможенных органов, да, заключается в том, чтобы контролировать перемещение через границу. А уже касательно, допустим, разрешительных документов, либо разрешает ли уполномоченный орган, скажем, вывозить, там есть тоже у них определенные как бы требования, то есть это не органы госдоходов решают. Мы видим конкретный список товаров, то есть это можно пропускать, это нельзя пропускать. То есть и чисто апеллируем вот как бы этими списками. Поэтому для этого есть и другие, скажем, уполномоченные органы для того, чтобы решать, выдавать этот документ, либо не выдавать. Этот вопрос как бы органы госдоходов не решают. У меня есть вопрос. Меня зовут Бутагос, я представляю компанию Trade Auto. Мы импортируем смазочные материалы и экспортируем в Россию в дальнейшем, и продаем в Казахстане в том числе. У нас возникла проблема. С таможней у нас проблемы нет. У нас проблемы с банком, как бы казахстанскими банками, которые не принимают оплату с России. То есть они блокируют все. Так как здесь есть представители госдоходов, у меня вопрос. Как мы тогда обязаны получать оплату и дальше докладывать о своих доходах и так далее, если мы не можем просто с казахстанских банков получить эти средства? Они приходят, но они их не садят на наши счета. И что нам делать? Получается, здесь банки являются как еще одним органом, который защищает границы, или что в этом случае? Спасибо за вопрос. Но касательно банковской деятельности и взаимных расчетов в рамках торговли, да, с нашими партнерами по Союзу, это не является предметом сегодняшнего круглого стола. И на этот вопрос мы, конечно, не сможем ответить. Я думаю, правильно было бы обратиться в Национальный банк, так как Национальный банк является именно политикоопределяющим как бы центральным банком, который принимает нормативные документы, либо агентство по финансовому регулированию, которое также принимает определенные решения и принимает определенные нормативно-правовые акты, которые являются обязательными для исполнения. Да, на данный момент в связи с ситуацией в России получается диссонанс между органами таможни, банков, госдоходов и так далее. Получается, нужна какая-то новая норма, нужно этот вопрос обсудить, потому что мы сталкиваемся с большими проблемами на данный момент и не можем доказать как бы то, что мы в такой проблеме. Получается. Конечно, мы обратимся в Нацбанк, попробуем решить, но ваша помощь здесь тоже необходима. Я вам посоветую обратиться в Комитет госдоходов. Дело в том, что с этого года, с 2024 года у нас, можно сказать, органам госдоходов вернули функцию валютного контроля полноценно. То есть если в 2006 году его забрали в Нацбанк, то на сегодняшний день валютным контролем занимаются органы госдохода. Возможно, управление валютным контролем сможет вам ответить на определенные вопросы. В чате есть еще вопросы, озвучу их.
Наша компания сталкивается с проблемой на авиапункте города Алматы при перевозке одежды, обуви, аксессуаров, предназначенных для личного семейного пользования, не являющихся специфическими, не требующими получения заключения. Не могли бы вы прокомментировать перемещение товаров с кодами из перечня специфических товаров в части обуви, одежды для физических лиц, для личного пользования? Спасибо за вопрос. В контрольный список у нас включены скажем, код ТНВ 6404, 6402. Это одежда, либо обувь, которая используется в биологических лабораториях, то есть для биологической защиты. Остальная одежда и обувь не попадает под контроль специфических товаров. Единственное, в контрольном списке она указана на уровне 4 знаков. Поэтому оно, скорее всего, данный код ТНВ включен в систему управления риском. Но участник внешнеэкономической деятельности имеет право свободно перемещать данные категории товаров, так как любая одежда либо обувь, она является гражданского назначения. Еще раз повторюсь, под контроль специфических товаров попадает только обувь и одежда, которые используются в биологических лабораториях для биологической защиты. Еще вопрос? Можно дополнить данный вопрос? Меня слышно? Да, слышно, говорите. Здравствуйте, меня зовут Нура Абдина, компания «Шпарман», Казахстан. У меня вопрос такой к вам. Вы несколько раз, отвечая на вопросы, подчеркивали о том, что к специфическим товарам не относятся товары бытового назначения. При этом в практике мы, как таможенные представители, ежедневно сталкиваемся с тем, что без предоставления заключения об неотнесении товара к специфическим, таможенный орган при выстреливании определенного СУРа данную декларацию не выпускает. То есть право определения таможенным представителям или импортерам, или экспортерам отнесение товаров абсолютно в практике не работает. То есть то, что мы пишем, говорим о том, что, допустим, обувь. У нас есть один из клиентов, достаточно большой дилер по одежде, который мы покупаем ежедневно. Они не могут вывести товар в Российскую Федерацию без данного заключения. И это в практике не работает. Вот как ввести или вернуть возможность использования разрешения отказов на идентичный товар, если по 4, 5, 6 позициям кода ТНВД уже получено кем-либо заключение об неотнесении для того, чтобы каждый участник ВЭД не тратил 8-10 дней для того, чтобы получить это заключение именно на их товар, на их партию. И это очень большая проблема, потому что много машин разворачивается. То есть это такие расходы участников ВЭД, которые они несут ежедневно. У нас нет возможности предоставить заверение о непричастности товара к контрольному списку, как мы делали это ранее. Взять ответственность ТО на себя, да, вот то, о чем вы говорите, мы самостоятельно определили, что не относится одежда или спортивная обувь или кроссовки, не относятся к товарам, которые используются при тушении ядерных взрывов. Но это не работает. Как это запустить? Спасибо за обращение. Я думаю, давайте тогда обратитесь в комитет госдоходов конкретно с этим вопросом, и мы на данный вопрос ответим. Если есть у вас конкретные случаи, акты разворотов, то тоже приложите, мы будем разбираться в частном порядке. Но этот вопрос уже в Комитет государственных доходов отправлялся многократно, и в том числе и от Атамикена, и от Ассоциации таможенных представителей. Вынесли решение создать рабочую группу. Я вот как раз хотела узнать, как двигается это все. Потому что 9 января 2024 года мы отправили эти письма от ассоциации в адрес президента Республики Казахстан. А у нас, по вашим ответам, словно у нас все замечательно. Никакого движения в направлении решения проблем и признания этих проблем я не вижу. Касательно получения заключения, еще раз повторю, еще раз вам скажу, что на каждый товар необходимо проводить отдельную идентификацию.
То есть, допустим, если заключение выдано одной компании, то другая компания не может использовать данное заключение. Но касательно товаров гражданского назначения, одежды, обуви, заключение Министерства промышленности не требуется. А можно это на местах в качестве виде какого-либо нормативного акта для исполнителей это объяснить? Потому что исполнители на местах, пока мы не предоставим заключение об неотнесении, декларация не выпускается, машина не пропускается, если идет речь об импорте или экспорте, да, в ЕАЭС. И у меня в связи с этим следующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, аналитикой Комитета государственных доходов об эффективности алгоритмов СУР при проведении экспортного контроля. Прошел год. Есть ли у нас цифры на руках, которые подтверждают, что принятые Комитетом государственных доходов в виде СУРа меры по контролю специфических товаров эффективны? То есть сколько вы получили этих заключений и сколько из них оказались действительно специфическими? Есть у вас такая аналитика? Ну, касательно того, что сколько было выдано заключений, у нас таких цифр нету. А также количество, сколько из них подтвердилось, либо не подтвердилось, у нас тоже нет. Касательно того, что органами госдоходов с начала 2024 года порядка 200, более 200 товаров были у нас установлены, что относятся к специфическим товарам, и к ним были приняты меры. Это касательно нашего контроля органов госдоходов. Касательно нашей практики, у нас 98% тех товаров, по которым мы вынуждены подавать на заключение, так как вы сказали, да, в списке специфических товаров товар указан не с полным десятизначным кодом ТНВД, да, и это затрудняет отнесение или неотнесение. У нас 98% мы получаем заключение об неотнесении. При этом несет затраты участник ВЭД, оплачивая услуги, идет простой транспортных средств, это если это сделано не заблаговременно, хранение на СВХ и так далее. Поэтому у меня просьба, можно ли Комитету госдоходов такую аналитику собрать? Хорошо, об эффективности спасибо. СУР товаром по 424 приказу. Касательно эффективности СУР, у нас аналитика, конечно, есть. Это департамент анализа рисков и статистики занимается. Но ваше пожелание, понял, мы учтем, ваше предложение учтем. Да, но еще раз повторюсь, касательно товаров гражданского назначения, что касается мобильных телефонов, обуви, допустим, одежды, то на данные товары нет необходимости получать заключение. Если будут прецеденты, скажем, вы также имеете право обратиться в Комитет госдоходов, и мы будем разбираться с такими случаями. Шестаков Геннадий. Продолжение этой же беседы. Да. Вопрос можно? Можно я продолжу по этой же теме? Планируется ли пересмотр первоначальных вот этих списков, где идет в 4 знаках кода ТНВД, до 10 знаков, так как мы писали президенту, так как было нам обещано, о том, что это будет пересматриваться, и когда это будет пересматриваться, создана ли рабочая группа, и когда она начнет работать? Это первый вопрос. Так, пожалуйста, второй вопрос. Или можно отвечать? Да, отвечайте. Давайте я сразу отвечу тогда, да. Спасибо за вопрос. Касательно контрольного списка и внесения изменений, дополнений в данный контрольный список. Дело в том, что контрольный список у нас, согласно статье 8 Закона о контроле специфических товаров, принимает уполномоченный орган, исходя из вопросов национальной безопасности, либо когда вносится в международный режим экспортного контроля. Насколько я знаю, на сегодняшний день вносится ряд поправок в контрольный список, но касательно расширения кодов ТНВД, или как правильно сказать, то есть расшить их на уровень 10 знаков, это вот точно я вам сказать не смогу. Я так полагаю, все-таки это нужно проработать с Министерством
промышленности. Дело в том, что органы госдоходов работают также с этим перечнем. Мы также сталкиваемся с определенными трудностями при идентификации товаров. И я думаю, это нужно будет с Министерством промышленности проработать, вернее. Если вы инициативно в рамках данной рабочей группы, как вот ранее было сказано, поднимете данный вопрос, я так полагаю, что, возможно, сделают определенную рабочую группу с участием как раз-таки непосредственно участников внешнеэкономической деятельности, для того, чтобы определенные товары просмотреть, пересмотреть, либо там, скажем, принять, либо там убрать с контрольного списка. Но это необходимо проработать с Министерством промышленности. Мы, органы госдоходов, работаем уже с конечным, можно сказать, контрольным списком, и мы не имеем возможности вносить. Хорошо. изменения. Мы можем протокольно вписать по сегодняшней встрече, что для того, чтобы минимизировать потери участников внешнеэкономической деятельности, Комитет госдоходов, в скобках Минфин, и Министерство промышленности совместно издадут какой-то меморандум о том, что товары, помимо кода, обязательно упоминание в названии. И если в названии нет каких-то слов, связанных с применением контрольного списка, то эти товары никуда не попадают. Это первая часть. Вторая часть. Для того, чтобы минимизировать количество обращений, тоже в Министерство промышленности, всю базу на сегодняшний день, которая у вас есть, по товарам, которые не индивидуальные, где они именно специфические товары, где либо двойного назначения, либо впрямую военные, по которым получены отказы, те же самые кроссовки, которые носит либо военный, либо я ношу. Что было написано о том, что вот этот весь список товаров, на которые уже получены отказы от Министерства промышленности, повторно для всего Казахстана, чтобы люди не получали эти же разрешения, уведомления о том, что это не относится к контрольным спискам. Большое спасибо, очень хорошее предложение. Касательно того, чтобы мы обязательно передадим эту информацию и в письменном виде, наверное, думаю, направим в Министерство промышленности по итогам круглого стола, что прозвучало такое предложение для того, чтобы, возможно, они на своем сайте либо сделают определенную публикацию, что, допустим, приведут определенную статистику, что было обращений, допустим, за заключением определенной категории товаров, такое-то количество, и чтобы они, можно сказать, для народа, да, простым, можно сказать, языком довели, что данные товары не относятся к специфическим товарам, и по ним нет необходимости получать заключение. Большое спасибо, очень хорошее предложение. Пожалуйста, здесь вопрос не для простого народа, а для представителей КГД на местах, в пунктах пропуска. Потому что как раз они задают вопросы по пропуску товара. Даже те товары, которые не находятся в списке. Чтобы они как раз использовали эту информацию. Хорошо, большое спасибо, учтем это. У меня еще один вопрос. Здравствуйте. Можно другие тоже зададут вопросы? Да, конечно. Здравствуйте. Слышно, да, меня? Да, говорите, хорошо слышно. Шангос Алпысбаев, я представляю компанию «Торговый дом Гидроспецтехника». Вот у меня вопрос. В соответствии с законом, статья 10, мы обязаны в случае невозможности однозначной идентификации в соответствии с контрольным списком обращаться в уполномоченный орган за получением заключения. Жалко, что нет представителей уполномоченного органа на данной конференции. Но я думаю, в протокол внесете, тоже зададите вопрос. Такой вопрос. Если у нас, допустим, сложностей не возникло, мы можем сами провести однозначно идентификацию. Будет ли достаточно нашего письма об идентификации для
ну, прохождения экспортного контроля, допустим, при импорте, при экспорте, допустим. И при экспорте, когда мы заполняем СНТ, там есть графа 19, по-моему. Можем ли мы, ну, если, допустим, если это возможно, то вносить это письмо, ну, как разрешающий документ или как, не знаю. Это первый вопрос. Так, большое спасибо за вопрос. Понятно, да, Матвей? Да, вопрос ясен, да. Касательно статьи 10 пункта 1, что физические и юридические лица, которые намереваются осуществить экспорт-импорт, обязаны провести идентификацию в соответствии с контрольным списком. Да, вы имеете право проводить идентификацию, и если у вас есть, скажем, если это определенное оборудование, есть технические характеристики данного товара, вы также в пакет документов, скажем, да, товарно-сырьевых документов можете приложить эти документы или копии документов заверенные, для того, чтобы инспектор на границе мог сравнить, то есть технические параметры в контрольном списке и технические параметры, которые указаны именно касаются вашего товара. То в этом случае, да, инспектор может принять решение. Это не запрещено. Дело в том, К что... нашему письму, да, приложить эти документы? Да, касательно внесения Подтверждающие технические информации. характеристики. Да, подтверждать технические характеристики. Из практики знаю, что таможенное оформление, это всегда Да. так было. Дело в том, что касательно внесения данного документа при оформлении СНТ, ну, если ваш товар даже включен в контрольный список, но он не относится к специфическим товарам, вы точно знаете, вы также в СНТ выбираете, я не помню, какую там графу, я, честно сказать, не особо как бы технически знаю, но да, вот в 11 графу или в 19 там указываете, что ваш товар не подлежит контролю, и есть ли у нас возможность вообще указать не номер заключения, а любой другой документ приложить к СНТ? Это нужно будет технически посмотреть. На этот вопрос я, конечно, к сожалению, не смогу вам ответить, так как не являюсь... Ну, понятно. Как-то, может быть, отразите в протоколе и вопрос зададите. Нет, все вопросы, службе и которые так далее. здесь Да. прозвучали, они все, можно сказать, будут внесены в протокол. Угу. Всё, И еще второй вопрос. Можно, да? Вот я говорил, что жалко, что нет уполномоченного. Вас не слышно? Органа. У нас зачастую... Сейчас слышно? Вот повторите, пожалуйста, потому что не слышно было. Я говорю, у нас зачастую возникают ситуации, когда мы обращаемся в уполномоченный орган за заключением, и там нам приходят иногда отказы в связи с тем, что там запятая не там, еще что-то, и какие-то документы просят заполнить, там другую графу и так далее. После заполнения нам приходится повторно обращаться, и опять эти же 7 дней они ставят. В течение 7 дней. В законе написано, в правилах, в течение 7 дней. Это просто как пожелание, потому что в течение, это же не говорит, что на 7-й день, на последней секунде выдавать эти заключения. Вот уполномоченному органу передайте, пожалуйста, потому что повторно приходится подавать, а это все издержки для бизнеса, вы же понимаете. И опять-таки ждешь все эти дни. Да, большое спасибо. Я думаю, следующий круглый стол мы в обязательном порядке постараемся пригласить Министерство промышленности, так как ряд вопросов, которые сегодня задаются, касается конкретно данного министерства. Все, большое спасибо. Мы передадим это пожелание. Можно тогда задать вопрос, да? Да, конечно. Я хотела бы задать вопрос в качестве председателя наблюдательного совета Союза германской экономики. В нашем союзе очень много компаний немецких, которые поставляют оборудование, медоборудование, отопительное и другого рода оборудование в Казахстан. И они очень часто сталкиваются именно с проблемой получения заключений и лицензий под специфическим товаром. У меня вопрос какой? Мы говорили о том, что есть международный режим экспортного контроля. Европейский Союз, в том числе Германия, является также поддерживает данный режим экспортного контроля. И на сегодняшний день
Германия одна из стран, которая проводит экспортный контроль на выходе очень тщательно. Они проверяют вплоть до end-user сертификата, да, кто будет конечным пользователем того или иного товара. Можно ли подумать, да, группы прописать, чтобы не было товаров, которые прибыли из, скажем, Германия проверяет товар по экспортному контролю, а потом проверяем мы. Это Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Дело в том, что проблема со связью. Вот после слова «можно ли», пожалуйста. Можно ли в рамках рабочей группы продумать, каким образом можно внести изменения в алгоритме СУРа по экспортному контролю тех стран-поставщиков, которые поддерживают международный режим экспортного контроля и уже на выходе при экспорте товаров в Казахстан проверяют или принимают все меры по контролю специфических товаров. Получается, у нас дублирование. Я не знаю, на какой там фразе была пауза. Германия проверяет в течение 2 месяцев товар по экспортному контролю, прежде чем дать разрешение на вывоз данного товара из Германии. А затем мы проверяем здесь на месте. Вот каким образом мы могли бы с надежными странами-поставщиками этот момент решить? Ведь мы все подписали этот международный режим экспортного контроля. Не дублировать. Надеюсь, я донесла мысль свою. Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, касательно, допустим, Германии, да, их экспортного контроля. На территории, Германия у нас входит в Европейский Союз. И на территории всего Европейского Союза, на 28 стран, у них действует общее законодательство об экспортном контроле. Это регламент Совета Европы номер 821, который был принят в 2020 году или 2021 году. Вот. Также дело в том, что когда Германия экспортирует, у них в законодательстве прописано, что они имеют право проверять данный груз определенное время. Любой, можно сказать, экспортный контроль любой страны предусматривает при экспорте, при выдаче экспортной лицензии, выдачу сертификата конечного пользователя. Но дело в том, что в Германии свой экспортный контроль, у нас в Казахстане свой экспортный контроль. Соответственно, для того, чтобы получить импорт с Германии, необходимо получить лицензию на импорт специфических товаров Республики Казахстан. И, скажем, внести в систему управления рисков, ну, я так полагаю, что это нужно обратиться в комитет госдоходов. У нас занимается этим отдельное подразделение, департамент анализа рисков и статистики. И именно это подразделение занимается и аналитикой, и внесением в систему управления риском. То есть это возможно при тех товарах, которые у нас общие в списках по экспортному контролю. То есть такое обращение возможно? Ну, гипотетически, я полагаю, возможно. В принципе, любой механизм, он возможен. Но как это будет, скажем, отражаться завтра на определенных поставках, либо сделать аналитику, это, я думаю, другое подразделение занимается. Сейчас прям сразу ответить на этот вопрос, можно ли, либо невозможно, я вам не смогу ответить. Но, в принципе, как правило, по желанию, я думаю, мы можем передать в данное подразделение. Можно включить в протокол? Спасибо. В чате есть вопросы. Возможно ли самостоятельно идентифицировать товар по списку и достаточно ли письма идентификационного для перемещения через границу? Спасибо за вопрос. Еще раз повторюсь по данному вопросу. Согласно, есть статья 10 Закона о контроле специфических товаров, где пунктом 1 говорится, что физические и юридические лица, осуществляющие экспорт, импорт, транзит, обязаны провести идентификацию. То есть они должны сами определить, относятся ли их товары к специфическим, либо не относятся.
А основанием для того, чтобы подтвердить, что данные товары не относятся к специфическим товарам, не обращаясь в Министерство промышленности, являются технические характеристики или технические параметры данного товара. Вот. А в случае, если нет такого подтверждения, то в этом случае, я думаю, есть необходимость обратиться в Министерство промышленности. Следующий вопрос. Какие документы необходимо приложить для получения заключения об идентификации спецтовара? Касательно перечня документов для получения заключения о идентификации специфических товаров, думаю, нужно обратиться в Министерство промышленности. Дело в том, что у нас нет информации о том перечне, который необходим. Но, насколько я знаю, там, по-моему, не более 3 документов. Это непосредственно технические характеристики, определенные на данный товар, либо завода-производителя, там фото и еще какой-то документ. То есть, я так думаю, лучше обратиться в Министерство промышленности. Либо, когда обращаетесь за выдачей заключения в электронном виде через портал e-лицензирования, там указывается, какие документы необходимо вам приложить для того, чтобы получить идентификацию. При прохождении государственной границы необходимо ли водителю предоставлять заключение об идентификации спецтовара? При пересечении через границу, если на данный товар имеется заключение об идентификации специфических товаров, то данное заключение необходимо приложить. В случае, если на данный товар отсутствует идентификация и участник ВЭД имеет точно информацию, что данный товар не относится к специфическим товарам, то пакет документов необходимо приложить те подтверждающие документы, то есть о технических параметрах данного товара, которые подтверждают именно, что данный товар не относится к специфическим товарам. Каким образом лицензию на вывоз товара, оформить лицензию на вывоз специфических товаров? Лицензию выдает у нас Министерство промышленности как уполномоченный орган. Данная государственная услуга выдается в электронном виде. Также для получения лицензии там имеется свой определенный перечень документов. По этому вопросу необходимо обратиться в Министерство промышленности. Почему нельзя использовать заключение по специфическим товарам, выданное на другого заявителя, ведь заключение выдается именно на товар, а не на компанию? Дело в том, что в законе о контроле специфических товаров, в статье 10, говорится, что физические и юридические лица, которые намерены осуществить экспорт-импорт, то есть, соответственно, отсюда следует, что заключение, которое было получено одной компанией на определенный, скажем, товар, либо партию товара, не может быть использовано для перемещения другого товара, либо даже такого аналогичного. Дело в том, что каждый участник ВЭД несет персональную, то есть отдельную ответственность за перемещение и законность перемещения данного товара. Извините, можно вопрос? Говорите, слушаем. Компания LG. Такая ситуация. Груз шел транзитом через Казахстан, товар не занесен в список специфических товаров, но у инспектора было другое мнение. Несмотря на то, что было предоставлено техническое описание товара, груз был задержан и выписан протокол о предоставлении разрешения на транзит. Естественно, теряется время, тратятся ресурсы. Что делать в этой ситуации? Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что, как в контрольном списке у нас прописано, что не все товары по коду ТНВ отражены в контрольном списке. Есть определенные категории товаров, которых по коду ТНВ нету, но есть по наименованию либо техническим характеристикам. Это, к примеру, скажем, те же самые станки. Фрезерные станки, токарные станки. Есть определенные технические характеристики, но по коду ТНВ, можно сказать, они не все внесены.
И окончательная идентификация осуществляется именно по техническим параметрам данного товара. Но если возникают такие вопросы, вы также можете обратиться в центральный аппарат, в комитет госдоходов, и мы уже будем разбираться с этими случаями как бы в частном порядке. Но время уходит на то, чтобы разобраться, уходит очень много времени. Дело в том, что если у инспектора на границе возник вопрос, значит, у него были определенные основания. И за каждую, скажем, остановку инспектор несет ответственность. Тогда в протоколе, который выпускается, если есть какие-то сомнения, можно писать, почему у инспектора возникли какие-то сомнения, чтобы мы могли уже предметно разговаривать, а не так просто, что есть, нужно получить разрешение и все. То есть обосновывать свою позицию. Хорошо, большое спасибо, мы учтем это замечание. Почему ответ на запрос по специфическим товарам всегда делается в последний день, всегда тянут до последнего, прям за 2 года последних? Все пару раз ответили раньше. Ну, касательно, почему выдается заключение именно в последний день, за Министерство промышленности я не смогу вам ответить, так как это государственная услуга, которая отвечает за нее, не отвечают органы госдоходов. В контрольном списке специфических товаров нет товара согласно техописанию. Плюс у нас на руках есть заключение от МИА о том, что товар не является специфическим для экспорта. Товар проходит через границу с РФ, но банки отказываются принимать плату за такой товар из России, ссылаясь на внутреннюю политику банков. Как быть с таким несоответствием? Ну, касательно того, что взаиморасчетов, скажем, через банк с нашими партнерами по Союзу, по данному вопросу, я считаю, необходимо обратиться в Национальный банк для того, чтобы они дали разъяснение. В нашем случае мы контролируем непосредственно перемещение товаров, физическое перемещение товаров. Куда обращаться, если инспекторы на переходах требуют заключения на товары, не относящиеся к товарам двойного и военного назначения? Ну, если вы считаете, что инспектор на границе нарушает ваши права, вы также имеете право обратиться в комитет госдоходов, и мы уже на местах будем разбираться с каждым подобным случаем. Конечно, при этом нужно приложить акт разворота и все необходимые документы, подтверждающие, что данный ваш товар мог быть инспектором идентифицирован, что они отнесены к специфическим товарам, и в вашем случае нарушили ваши права. У нас медицинское оборудование. Многие запасные части по гарантии попали в эти списки. Получение заключения совсем не быстро. Порядка 2 недель. Больницы ждут медоборудования, может выйти из строя в любой момент. В связи с этим вопросом, какая необходимость вносить такие медицинские товары в эти списки? Касательно товаров, которые включены в контрольный список, используемые в медицинских целях. Насколько я знаю, рентгенаппараты у нас на сегодняшний день, так как имеют в своем составе именно излучение радиоактивное, они включены в контрольный список. А касательно того, что уходит определенное время на получение заключения, это необходимо обратиться в Министерство промышленности. Данный вопрос органы госдоходов не регулируют и не отвечают. Мы импортируем металлопрокат, работая с 9 заводами Российской Федерации. Номенклатура более 150 единиц. Нельзя ли разработать форму заявления, в котором можно указать сразу все контракты и техдокументацию? Это в заявлении, наверное. Ну, касательно указания товаров, скажем, в СНТ, я думаю, это технически возможно, если касается СНТ.
Ну, в этом случае вам необходимо обратиться в территориальный орган госдоходов для того, чтобы они разъяснили вам, сколько товаров можно внести, допустим, в одно заявление, либо в одно СНТ. И как это осуществляется. В ответ по срокам выдачи сказали фразу: если сам УВЭД не смог определить, относится ли или нет, то обращайтесь в соответствующие органы. Мы можем определить, относится ли, например, холодильник к специфическим товарам, но таможня не пропустит декларацию без представления заключения. Ну, как было ранее сказано, если вы точно знаете, что ваш товар не подлежит контролю, то в этом случае достаточно предоставить технические характеристики, подтверждающие, что ваш товар не относится к специфическим товарам. Но у инспектора, конечно, всегда могут оставаться вопросы о том, что, скажем, о достоверности представленных сведений. В этом случае, если ваши документы достоверны и вы считаете, что нарушаются ваши права, вы можете обратиться либо в территориальное подразделение органов госдоходов, либо в комитет госдоходов. Попадает ли оборудование с кодом ТНВЭД, начинающиеся с 8517, 8543, 8504, 8523, 8417 в контрольные списки? Сейчас, имея все разрешительные документы, банк не пропускает это оборудование. Как нам завозить данное оборудование по вышеуказанным кодам? Ну, данные коды ТНВЭД, которые были продиктованы, насколько я знаю, определенные товары по данным кодам ТНВЭД включены в контрольный список. Но касательно банковской деятельности, еще раз повторюсь, вам необходимо обратиться в Национальный банк для того, чтобы они вам дали разъяснение, по какой причине не проводятся банковские операции по таким товарам. Извините, меня слышно. Можно сделать круглый стол, тоже вот именно с валютным контролем ДГД из представителей банковского сектора, потому что очень действительно много кодов ТНВЭД, которые вызывают сомнения у банков и отказывают в регистрации таких сделок, хотя товар не попадает ни в какие списки, даже в санкционные списки, к которым, конечно, Казахстан не присоединился, но банки регулируют эти списки, и товары такие не попадают туда, но банки отказываются регистрировать. И как следствие мы теряем тоже клиентуру и взаимоотношения с нашими клиентами и поставщиками за счет этого. Вот можно такой круглый стол организовать, чтобы все-таки как-то до нас банки донесли, почему они не хотят работать с этими кодами ТНВ. Хорошо, Спасибо. мы ваши пожелания передадим. Я так думаю, Национальная палата Атамекен тоже возьмет это на заметку, если это действительно, этот вопрос прозвучал не единожды, то есть есть определенные проблемы в данном секторе. Соответственно, я так полагаю, что государственные органы совместно с бизнесом должны решать этот вопрос. И мы передадим данный вопрос и внесем протокол. Возможно ли использовать заключение в нескольких поставок с одним и тем же кодом ТНВЭД, если импортируются один и те же запасные части каждый месяц? Использование заключения на, можно сказать, одни и те же запасные части, которые осуществляются в рамках одного контракта, возможно. Если они перевозятся, там, скажем, несколькими партиями, либо там определенный период. Если перевозится один и тот же товар, то, в принципе, один и тот же отправитель, получатель, то это возможно. Если в документе импорта есть товары с 2 или 3 кодами ТНВЭД, требуется несколько заключений. Как их технически отобразить в СНТ? Ну, насколько я знаю, в СНТ указывается не один, можно указать не один товар. Там указываются, допустим, все товары, которые идут в одной партии.
и каждому товару отдельно могут быть приложены, если они относятся в контрольный список, то прикладываются определенные документы, то есть заключение либо лицензии. Но технически, насколько я знаю, в СНТ можно указать не только один товар, можно указать несколько, там определенное количество товаров есть. Вы говорите, что для прохождения границы можно предоставить письмо о том, что данный товар гражданского назначения. Тогда можно не предоставлять заключение по специфическим товарам. Сейчас. Но если мы знаем, что товар не относится к спецтоварам, получается, мы можем предоставить письмо от своей компании, что товар гражданского назначения, но не может использовать в заключении другой компании. В этом ведь нет логики. Получается, письмо от своей компании можно, которое написано собственноручно, а заключение от комитета на другого заявителя нельзя. Прокомментируйте, пожалуйста. Касательно в случае, если участник ВЭД перевозит товар, который включен в контрольный список, при этом провел сам идентификацию, и еще раз повторюсь, при перемещении данного товара необходимо приложить документы, подтверждающие, что данный товар не относится к специфическим товарам. Таким документам относятся документы, которые подтверждают технические характеристики, технические параметры. Это не письмо участника ВЭД. Мы понимаем из практики, знаем точно, что в случае необходимости участник внешнеэкономической деятельности может любое письмо написать. Ну, за исключением добросовестной, конечно. Но в этом случае при перемещении таких товаров необходимо приложить документы, подтверждающие или указывающие технические характеристики данного товара. Только эти документы могут являться подтверждением, что данный товар не относится к специфическим товарам и что проведена самоидентификация. При экспорте товара в Россию со списком ТДН были случаи, когда на границе данные таможенников нашей компании или СНТ точной информации нет, так как водители не говорят, что именно отражена красным цветом, и пропуска границы невозможно, хотя СНТ заверена на руках у водителя. Налоговая, которая заверяла СНТ, говорит, что все нормально. Куда обратиться, если горячая линия по таким проблемам? Ну, касательно заверения электронный счет фактуры, это не является предметом сегодняшнего круглого стола, но, насколько я знаю, участник ВЭД или налогоплательщик должен обратиться в местный департамент госдоходов для того, чтобы заверить электронный счет фактуры на бумажном носителе, приложив при этом подтверждающие документы о происхождении товара. То есть это есть у нас международное обязательство при вступлении Республики Казахстан во Всемирную таможенную торговую организацию ВТО. На определенные товары были приняты пониженные ставки таможенных пошлин. Соответственно, наши страны-партнеры выражают определенный протест для того, чтобы эти товары не по пониженным ставкам таможенных пошлин не пересекали, можно сказать, не попадали на их рынок. Соответственно, данная мера была принята в этих целях. И последний вопрос сегодня в чате. Подскажите, пожалуйста, почему на границе ДОСТ постоянно ставят на досмотр на 5 дней груз, одежду? Скорее всего, на досмотр ставят только те товары, по которым сыграл система управления рисками, либо есть подозрение главного диспетчера управления. После проведения досмотров, соответственно, такие грузы выпускаются. Только в этом случае. Только система управления рисками. Спасибо большое, участники сегодняшнего круглого стола. Прозвучало не один десяток вопросов, и все вопросы актуальны, даже если они не касаются сегодняшней темы. Если у вас остаются какие-либо, либо возникнут вопросы после, то, в принципе, вы всегда имеете право обратиться в местный территориальный орган госдоходов, либо
в Комитет госдоходов по разъяснению определенных вопросов. Ну, еще раз повторюсь, касательно выдачи заключения об идентификации специфических товаров, касательно выдачи лицензий либо разрешения на перемещение специфических товаров, с этим вопросом необходимо обратиться в Министерство промышленности, так как это является, данный госорган является уполномоченным и органом-лицензиаром. Все, что касается перемещений через границу, по этим вопросам вы можете всегда обратиться в органы госдоходов. Большое спасибо за сегодняшний круглый стол, за интересные вопросы. Все вопросы, которые прозвучали, мы, конечно, все это отразим, все ваши пожелания, замечания. Все. И я думаю, следующий наш круглый стол мы постараемся в обязательном порядке пригласить Министерство промышленности, так как большая часть вопросов, практически 50% вопросов касалась именно непосредственно уполномоченного органа.